Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Российский вице-премьер Крыма Георгий Мурадов назвал поддержку Турции Меджлиса крымско-татарского народа опасным антироссийским ходом. Чем вызвана такая реакция подконтрольных Кремлю властей полуострова? Насколько действенной является турецкая помощь крымским татарам? И какую альтернативу Меджлису создают в аннексированном Крыму? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте. Прямой эфир. Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8:35 и 13:10 по крымскому времени, в 7:35 и 12:10 по Киеву, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. С нами на связи Скендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Скендер, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Георгий Мурадов, российский вице-премьер Крыма и постоянный представитель Крыма при президенте Владимире Путине, заявил, что турецкая поддержка Меджлиса — это, цитирую, «опасный антироссийский ход». Он так отреагировал на сообщение в СМИ о том, что Мустафа Джемилев в очередной раз встречался с министром иностранных дел Турецкой Республики, и Турция неоднократно выражала, значит, поддержку территориальной целостности и говорила, что не бросит крымских татар в беде. И вот, наконец, вице-премьер разродился ответом: опасный антироссийский ход, крымские татары не нуждаются в никаком самозваном Меджлисе, у крымских татар есть там теперь новая своя организация. И вот в конечном итоге, можете ли вы предположить, это какой-то такой эксцесс исполнителя Георгия Мурадова, или это артподготовка перед новым наступлением на права крымских татар в целом в Крыму? Ну, я бы расценил я на три основных момента бы разделил бы его реакцию. Ну, во-первых, это, возможно, как некий крик души. Дело в том, что на самом деле и Российскую Федерацию, и в целом оккупационную власть в Крыму очень нервирует то, что Турецкая Республика все-таки поддерживает представительный орган крымско-татарского народа, Меджлис крымско-татарского народа, и четкую свою политику в поддержке Украины, когда поддерживает и голосует за резолюции ООН, которые инициирует Украина и ряд друзей Украины на международном уровне. Вторая позиция – это очередной раз подчеркнуть и подвести подмену понятий, когда он заявляет о том, что якобы есть некий Курултай в Крыму, который избрал некую шуру, некий совет. На самом деле это подмена понятий между так называемым мусульманским Курултаем, который не является всенародным Курултаем, и Курултаем крымско-татарского народа. И это, опять же, связано с Международным судом ООН, где ключевым вопросом является запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Ну и третий же, конечно же, посыл – это посыл в сторону Турецкой Республики. Понятно, что посыл не от первых лиц Российской Федерации, но все-таки это представитель президента в Совете Министров Крыма. И поэтому это посыл о том, что нам не очень нравится, что вы поддерживаете Меджлис крымско-татарского народа. Таким образом, намеки на то, что мы, Российская Федерация, можем на вас обидеться. При всем том, Россия все равно заинтересована во взаимодействии с Турецкой Республикой, потому что там экономические связи и, соответственно, продажа углеродов в Турецкую Республику для России крайне важны. И в том числе взаимодействие на Ближнем Востоке и какие-то там контакты, которые все-таки взаимовыгодны между Турецкой Республикой и Российской Федерацией. Вот теперь по
пункту первому, насколько, на ваш взгляд, действенно является помощь Турции Меджлису крымско-татарского народа и всем крымским татарам в целом? Больше там реальной поддержки или деклараций? Ну, я бы сказал бы так, что Турецкая Республика, она придерживается основных принципов. И, конечно же, это и позиция Турецкой Республики в отношении Украины и крымско-татарского народа, и Меджлиса крымско-татарского народа, в основном, конечно, основывается на том, что Меджлис крымско-татарского народа является легитимным и представительным органом. И, конечно же, тут немаловажным является авторитет Мустафы Джемилева. И поэтому в своем же заявлении Мурадов в том числе и не мог не затронуть Мустафа Ага. И поэтому я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, конечно же, Турецкая Республика старается всячески помогать. И, конечно же, до Мурадова дошла информация, что и планируется программа 1000 квартир и программа по поддержке все-таки и Меджлиса, и крымско-татарского народа. Ну и, конечно, политическая позиция Турецкой Республики в этом вопросе. И по второму аспекту, можно ли говорить о том, что Россия сейчас целенаправленно создает альтернативу Меджлису на территории Крыма и после создания окончательного будет заявлять в Международном суде ООН, что все предписания выполнены, вот он этот самый Меджлис, посмотрите, вот он действует. И удастся ли, по вашему мнению, найти достаточное количество крымских татар, которые будут принимать в этом участие? Однозначно, Российская Федерация пыталась использовать различные способы. Это и создание общественных организаций Крым-Религии, общественную организацию Крым. Но в итоге они, конечно же, начали работать с мусульманским Курултаем, который действительно является одним из органов самоорганизации крымско-татарского народа. Но дело в том, что Курултай мусульман Крыма, он именно охватывает ограниченную часть. Это мусульманские общины, которые зарегистрированы в Крыму. И при этом идет манипуляция определенными понятиями, как Курултай мусульман Крыма и Курултай крымско-татарского народа. Но при всем том, и мы это подразумеваем, мы понимаем, поэтому со своей стороны в Международном суде ООН мы специально подготовили четкое обоснование, чем отличается Меджлис крымско-татарского народа от любой общественной организации или от любого объединения, которое может быть на территории Крыма или которое может быть у крымских татар. То есть один из самых главных факторов – это проведение всеобщих, прямых, открытых демократических выборов. Что кроме Курултая и Меджлиса ни одна из организаций не могли пройти и не проходили. И это наш основной аргумент, на основании которого мы можем доказать на любом уровне, что представительным органом крымско-татарского народа является исключительно Курултай крымско-татарского народа и Меджлис крымско-татарского народа. Это понятно, это с юридической точки зрения. А с фактической точки зрения, может ли Россия организовать, вот как вы говорите, выборы прямые, не знаю насчет того, всеобщие или нет, но тем не менее, взять и действительно от крымских татар, проживающих на полуострове, принудить избрать, предложить избрать делегатов на вот такой вот альтернативный Курултай? Достаточно ли крымских татар, которые могут на такое согласиться? Но дело времени, наверное. Сейчас в ближайшее время Российская Федерация, во-первых, не рискнет. Во-вторых, опять же, Российская Федерация тогда должна будет признать крымско-татарский народ коренным народом Крыма. И, скорее всего, на это нужно время, чтобы они прошли этот этап. Ну и, конечно же, они будут готовы только в том случае, когда они будут на 100% уверены, что они смогут вытянуть массы крымских татар, которые придут или имитировать, приглашая на выборы совершенно посторонних людей, как это они делали во время референдума. При всем том, они понимают, что мы сможем организовать качественный мониторинг и обосновать, что это не выборы, а муляж. И поэтому я думаю, что в ближайшее время они только будут манипулировать альтернативными институтами, такими как Курултай мусульман Крыма, и, конечно же, опираться на то, что Курултай, он и ранее существовал. Ну и самое главное, вопрос преемственности. И любая структура, которая существует или может работать, она должна исходить
у предыдущих структур, потому что это процесс самоорганизации и самоуправления. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реалии. С нами на связи профессор Тогрул Исмаил, турецкий политолог. Тогрул, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вице-премьер Крыма, так называемый, российского правительства и представитель Крыма при Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что поддержка Турецкой республики Меджлиса, крымско-татарского народа, является, цитирую, опасным антироссийским ходом. Вот по вашему мнению, может ли это свидетельствовать, такое заявление о том, что Россия решила прощупать почву перед новым обострением отношений с Турцией? Может ли это свидетельствовать о том, что там Россия обидится на Турцию за поддержку крымских татар? Или это просто такой вот, я не знаю, какой-то местный эксцесс? Я думаю, что это, скорее всего, местный эксцесс, потому что, позиция Турции ясна и четкая. Турция признает территориальную целостность Украины, это раз. Во-вторых, и ситуация с Крымом и с крымским татаром является основным моментом, где Турция внимательно следит за этим процессом. Это два. И в-третьих, Турция считает крымско-татарский Меджлис законным представительством крымских татар. Так что здесь все четко и ясно, и Турция на высшем уровне всегда встречается с руководителями крымско-татарского Меджлиса. И с Джемилевым, и с Рифатом Чубаром, и так далее. Вот недавно министр иностранных дел встретился как раз с Мустафа Джемилевым. И вот тут, если можно, как бы вы оценили уровень поддержки со стороны Турции, Меджлиса крымско-татарского народа? Много ли делается, мало ли делается? Есть ли возможность увеличить эту поддержку? Что нужно в первую очередь для того, чтобы там улучшить координацию деятельности и взаимодействия между Турцией и Меджлисом? Я думаю, что эта встреча проводится на высшем уровне. То есть и президент, и в свое время премьер-министр, и министр иностранных дел постоянно встречается с руководителем. Это поддержка на высшем государственном уровне. Это раз. Во-вторых, Милли Меджлис Турции имеет сильные позиции. В Турции большая диаспора, проводятся различные мероприятия, всегда есть сильная поддержка и так далее. Я думаю, что вот на этом уровне Турция, естественно, придает особое значение, на высшем уровне поддерживает Меджлис. Более что можно сделать, сказать, честно говоря, мне очень сложно, потому что это очень разные структуры, естественно, находятся в Украине. А в Турции на своем уровне, встречи на высшем уровне, по крайней мере, на уровне президента и так далее, это говорит о том, что Турция поддерживает это на высшем уровне. А как бы вы охарактеризовали современное состояние турецко-украинских отношений? Можно ли говорить о том, что две страны находятся там в приязненных отношениях, или есть возможность работать на улучшение отношений? Наши отношения улучшаются с каждым годом. Здесь, конечно, все зависит от обеих сторон. То есть и Турция заинтересована в этом, и Украина заинтересована в этом. Надо сказать, что пропущено определенное время. То есть мы могли бы достигнуть серьезных результатов. Но я думаю, что сейчас именно как раз идет процесс того, что отношения идут, развиваются с наступающим, то есть идут очень улучшения. Здесь самое главное достичь эти уровня стратегических отношений и позиции, в частности, экономической ситуации и другие отношения, они должны развиваться.
И в этом отношении мы видим, что вот крымские татары являются как бы мостом, связывающим мостом. Очень много интересного. Кроме того, я могу отметить, что и сама Украина, вот в частности, нынешний посол Украины в Турцию очень активно. То есть мы видим активность самой Украины в улучшении отношений с Турцией. Уже общественность Турции знает Украину и начинает понимать всю ситуацию. Это раз. С другой стороны, мы видим, что вот безвизовый режим, увеличение вот процедуры, это дает возможность более множества посещений как со стороны Турции, турок, так и со стороны украинцев. То есть 93 дней безвизового пребывания граждан Украины на территории Турции, это очень серьезная, так скажем, ситуация. Немногие страны имеют такую возможность, тем более очень упрощенная процедура вообще перехода границ. Мне говорят, что у нас есть слушатель на связи. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, уважаемый Александр Громенко. Это Александр из Москвы. И у меня 3 коротких вопроса. Первый вопрос, насколько защищен у вас главный, вот я не могу его имя выговорить, уважаемый человек Джемаль. Насколько он находится под какой-либо защитой, потому что я очень часто в последнее время на наших пропагандистских каналах о нем очень, так скажем, нелестные слова слышал. И у меня это вызывает определенное опасение. Второе, насколько на международном уровне удается доносить... С нами, к сожалению, прервалась связь со слушателем Александром. Если вы меня, вопреки нашей технике, слышите, то первый вопрос мы, к сожалению, никому не можем адресовать. Специалистов по безопасности у нас в эфире нет. Что касается второго вашего вопроса, могу вас заверить, что вот менее 7 часов назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала положительно за резолюцию по милитаризации Крыма и Керченского пролива и вновь осудила российскую политику на территории Крымского полуострова аннексировано. Так что я думаю, что с донесением до международного сообщества дела обстоят чуть лучше, чем могло бы быть. Здесь я благодарю профессора Тагрула Измаила, турецкого политолога, за то, что он присоединился к нашему эфиру. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Бахром Хамроев, эксперт по Центральной Азии Российского правозащитного центра «Мемориал». Бахром, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы попробуем сейчас с вами нарисовать самыми простыми словами для наших слушателей, которые, может быть, никогда раньше не имели к этому вопросу отношения, каким образом Россия, российская власть взаимодействует с... я бы не говорил с народами и национальностями, которые там населяют Россию или населяют страны, которые находятся рядом с Россией, но вот именно с теми органами, которые можно было бы назвать органами национального самоуправления или местными органами власти в национальных республиках или что-нибудь еще в этом роде. Есть ли какая-нибудь обдуманная, взвешенная и непротиворечивая российская политика вот по отношению ко всем этим институтам и лицам? Или каждый раз Россия должна изобретать такие подходы заново? Нет, естественно, мы видим, наблюдаем это все регулярно. Это в практике россиян мы знаем, понимаем, что и сейчас в Крыму то, что происходит, мы все это наблюдаем, и однако всегда он
изобретает Россия. Это характерно для России, поэтому мы сейчас то, что в Крыму происходит, то, что вот, и все это очень сложно с Россией. Со стороны России какая-то сказать, что Россия в глобальном мире совершенно ведет политика, захватническая политика самого Кремля. Мы помним, что история с Крымом, история с татарским меджлисом. Фактически чего? Сейчас меджлис, татарский меджлис нету, она вместе в татарском меджлисе образовался уже русский меджлис. И все. А скажите, пожалуйста, вот чтобы мы могли сравнить ситуации по России в целом, у многих ли народов и национальностей внутри Российской Федерации есть вполне там ярко выраженные и четко действующие, регулярно действующие органы национального самоуправления? Или в России такая практика вот не распространена? Нет, в России, даже если она самостоятельно, попытки очень много были, разные. И сейчас вот мы наблюдаем, что на Кавказе что происходит. Любая инициатива, если она будет самостоятельно, свободно, Россия начинает подавить их, и Россия не оставляет им никакой шанс, если даже если она есть. Это. Но хотя ситуация сама реально сейчас, и после вот это все последние годы политика Кремля, и она наоборот усиливает такое настроение, такой позиции других национальностей, народов. Поэтому сейчас трудно сказать, что Россия каким-то образом этих вопросов ювелирным образом. У России характерно, у Кремля характерно. Мы это все понимаем, все это наблюдаем, что это быстро они, Россия, грубо говоря, расправится с такими. Ну вот вы говорите о том, что политика Кремля не ювелирная, если я вас правильно понял. Приводит ли это, на ваш взгляд, по вашему мнению, к росту национализмов в национальных республиках Северного Кавказа, Татарстана, может быть, Якутии, Тывы, или пока речь об этом вести рано? Нет, ну мы это знаем. Мы в России, помните, в России Россия всегда, вот эта имперская ее позиция, она никак, она где-то ярко выражена, где-то она для размазывать, чтобы не показать свою вот агрессивность. И всегда это происходит, но Россия, да, Россия не совсем... Да, есть настроение вот сейчас, тем более у татаров, у башкиров. Я ездил, я разговаривал с многими башкирами, татарами. Но когда видит Россия занимает всегда второстепенным этих народов, это ярко выражено. Это ярко выражено. Поэтому не будет. Ну, они надеются, что самостоятельно достичь свое будущее, свою независимость. Это один из важных аспектов.
для народов, потому что история, летописцы, другие, многие, если почитаешь, да, народ в России, которые живут, они всегда были насильно были каким-то образом объединены, а не осталось у них никогда. Вот. Но сейчас история уже вновь повторяется, вновь это настроение национализма в России всегда она где-то ярко, где-то ярко выраженно тоже наблюдались. Сейчас, мне кажется, население, другие народы, нации понимают, что долго так жить невозможно. Поэтому вот по сути настроение татаров, башкиров и других народов, мы увидим это. Они даже на завтрашний день никогда не оставляют никакого уверенности. Россия сегодня вот такая политика. Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Бахром Хамроев, эксперт по Центральной Азии Российского правозащитного центра «Мемориал». Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.